украинское единство Елена Аксенова. Енді білесіз, неме істеймін айтма, Гүлсуманы. Бұл инсанлар, бұл мұнашында yazылған инсанлар, бұл Потемкин олсын, Долгоруков олсын, олар Қырымда о қадар да қан төккен, о қадар да os аяқлардан бұл қанға батқан, о қадар да çok insan öldürgen ve biz için şimdi anda böyle şimdi nasıl bu gaytar pamятник abideler koymak isterler ve bir gün biz gelerek biz bütün bu abidelerini bir Rusya'ya bir poyizden alıp giderek bütün Aksyonov, Balbek ve başkalardan var bunu bilsinler. Çünkü bir gün biz geleceğimiz ve bir gün hepsi kim bizge karşı çıktı, öz cezasını alacak. Ve dostlar, sonki haber, böyle bir meraklı haber, в России подтвердили Януковича Украине не выдадут. Bu hafta официальный сайтында Rus Александр Куриной bildirgen edi, onun aytkanına koyы. По результатам рассмотрения данного ходатайства оставлено без исполнения по основаниям, предусмотренным Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года, о чем украинская сторона проинформирована деп айтқан Куриной. Бұл себептен Украинаға Януковичны бермейчек екенлер. Кыйметлі достар, біз есе программамызды девам етеміз. Біздің студиямызға сізге де вәде еткеніміз кім бұл, енді виртуаль шекілде бір мұсафырымыз қошылды. Скайп вастасы ере бізден бағланды. Бұл Москвадан біздің мұсафырымыз Александр Подробинник, белі совет диссиденті. Бүгін біздің шымды студиямызда. Доброе утро, Александр Пинхосович. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Пинхосович, наверняка вам известна вся ситуация, которая сейчас в Крыму. С каждым днем репрессии против крымских татар и не только усиливаются оккупационной властью. Как вы оцениваете эти события? Ну, Кремль осваивает Крым, и в его понимании наведение порядка в Крыму — это прежде всего репрессии против тех сил, которые могут составить гражданское сопротивление оккупации. И, разумеется, что это в первую очередь крымские татары. Вообще крымские татары, я полагаю, как это не прискорбно, как это не жаль, но они будут той самой группой населения, которые, ну, знаете, как вот евреи были при нацистах в Германии, как дворянство или диссидентство были в Советском Союзе. Это будет та группа людей, та национальность, на которой репрессивные органы будут оттачивать свое мастерство. Скажите, а вот это нормально для российского режима проводить обыски без ордеров? И как вы в целом оцениваете действия псевдопрокурора Крыма Натальи Поклонской? Извините, я вас немножко плохо слышу. Скажите, а вот это нормально как бы для российского режима проводить обыски без ордеров? И как вы в целом оцениваете действия псевдопрокурора Крыма Натальи Поклонской? Ну, вы знаете, в России представления законности довольно своеобразные, и проведение обысков без ордера — это не такая уж редкость. Это не только в Крыму такое происходит, где угодно. Вообще в России большое расхождение между правом и особенно принципами международного права и законностью. Не то что практикой правоприменительной, а просто законами. Законы совершенно принимаются идиотские, противоречащие всем нормам права. А то, что касается Поклонской, ну, мне кажется, что она, во-первых, просто малограмотный юрист, и на этом посту прокурора Крыма она вполне удовлетворяет российские власти. А зачем грамотный юрист? Им нужен исполнительный человек, а не грамотный. Ну и она абсолютно политизирована, она ангажирована Кремлем. Мне кажется, немножко анекдотичным ее поведение, ее практика. Она не имеет ничего общего с юстицией. А скажите, а вот что тогда еще можно ожидать от путинского режима в Крыму? Путинский режим будет осваивать Крым. Вот видите, они привезут туда памятник Екатерине, они будут метить таким образом территорию, которую считают своей, расставить везде памятники, расставить своих людей, и будут подавлять малейшие гражданского сопротивления. Это неизбежная практика для авторитарных
режимов. И мы уверенно идем к тоталитарному режиму, который был в прошлом. При таком режиме немыслимо для власти, немыслимо гражданское общество, немыслимо гражданское сопротивление. И весьма желательно внешняя напряженность, войны на границах, или, может быть, даже не на границах, отдаленные, состояние войны либо со своим обществом, либо с другими странами – это единственное состояние, в котором этот режим может выживать. Скажите, вот вы как старый советский диссидент, что бы сегодня посоветовали жителям Крыма? Вот какие меры ненасильственного сопротивления посоветовали бы сегодня жителям Крыма, которые попадают под репрессии оккупационного режима? Ну, жителям Крыма я бы посоветовал прежде всего сохранять свое достоинство. И это значит не подчиняться незаконным и противоправным действиям властей. На всех участках, где только можно, где они сталкиваются с этим. Я то же самое могу пожелать и российским гражданам, потому что мы находимся все сравнительно в одинаковом положении. Может быть, в Крыму все немного жестче, но в принципе это одна территория насилия, территория репрессий. И единственный способ уберечься от них – это им противостоять. Вот скажите, пожалуйста, вот после всех этих событий на Донбассе, в Крыму, вот за последние 2 года усилилось ли давление на оппозицию со стороны российских властей? Либо оно осталось же таким? Нет, конечно, давление усиливается, и оно будет и дальше усиливаться. Я вообще думаю, что Путин в своем отношении к оппозиции исповедует вот примерно тот же лозунг, что Сталин исповедовал, когда говорил о том, что по мере построения социализма будет обостряться классовая борьба. Вот по мере того, как Россия встает с колен, обостряются репрессии, усиливается давление на оппозицию. Хотя, надо сказать, он ведет себя достаточно хитро. Он дает оппозиции некоторый такой, знаете, такой маленький зазор для существования. Он будет кого-то допускать до выборов, может быть, даст 1-2 мандата в парламент, будет создавать псевдооппозицию, псевдоправозащитные организации, псевдогражданские организации, чтобы сохранялась видимость демократического, такой демократический имидж, чтобы как бы Россия оставалась в ряду демократических стран. Но, с другой стороны, кого ему удастся этим обмануть, я уже сомневаюсь. И все же вот наверняка вы мониторите все события, которые происходят в Крыму. И 2 последних события стали более резонансными. Это исчезновение члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и убийство крымско-татарской девушки в районе Старого Крыма. Скажите, это называется реабилитация по-российски? Нет, это репрессии, которые будут проводиться и от имени власти, и тайком, так, чтобы все понимали, к чему может привести недовольство властями или какое-то противостояние им. И не исключено, что они будут убивать и невиновных людей, как это бывало в сталинские времена, да, собственно говоря, и позже, для того, чтобы людьми овладел страх. Понимаете, нынешний кремлевский режим – это террористический режим. Он сеет страх, и если страх посеян в стране, и люди живут в страхе, то этот режим считает свою задачу выполненной. Так а все же как повлиять на страну-агрессора? Не кажется ли вам, что мировое сообщество как-то слабо реагирует на оккупационную власть? Мне кажется, что с какого-то момента внутреннее сопротивление в стране перестает приносить какие-либо результаты. Знаете, есть такая граница репрессий, после которой сопротивление, оно морально оправдано, оно нравственно необходимо, но оно политически неэффективно. И тогда все надежды связываются на внешнее давление, на давление из других стран. И я, например, очень надеялся и сейчас надеюсь на то сопротивление, которое окажет кремлевскому режиму Украина, потому что она более других заинтересована в том, чтобы нынешний кремлевский режим рухнул. И мы также заинтересованы в этом.
Я думаю, что международное сообщество должно было бы жестче относиться к тому, что происходит в России, к тому, что происходит в отношениях между Россией и Украиной, и вообще то, что происходит в отношениях между Россией и международным сообществом. А как думаете, почему бы Западу не пойти на более радикальные меры, санкции, к примеру, введение эмбарго на российскую нефть и отключение банковской системы SWIFT? Я думаю, что есть разные причины, почему Запад ведет себя таким, я бы сказал, странным образом. И одна из них заключается в том, что российское влияние, политическое влияние достаточно сильно на Западе. И проникновение и в политические, и в экономические структуры, оно, в общем, достаточно заметно. А с другой стороны, западные страны исходят во многом из своих интересов, так как они понимают их сейчас, так как они понимали их раньше, в прошлом веке, в позапрошлом веке. Многие полагают, что можно отсидеться, и в нынешнем глобализованном мире можно отсидеться и переждать угрозу, которая исходит из Москвы. Мне кажется, что это очень ошибочная точка зрения. И ситуация, которая была в конце 30-х годов в Европе, когда нацистская Германия точно так же вставала с колен, как сегодня Россия, хорошо доказывает это. Но вот многие хотят отсидеться, может быть, до конца своей каденции, до конца срока, на который они избраны. Это касается президентов и депутатов, многих политиков, которые думают, что вот только не при них, чтобы было обострение. Мало таких людей, как в прошлом веке был господин Черчилль, который достаточно хорошо видел, что будет дальше, если не оказывать сопротивления тоталитаризму. Я думаю, что сегодня дефицит проницательных политиков на Западе такой же сильный, как был и в 20 веке. Александр Пинхосович, а еще такой вопрос к вам. Вот мы говорили о внешнем давлении, да, с Европы, мира. А вот что можем делать мы сами? Потому что мы сейчас, так сказать, находимся в одной лодке, и какое бы мы могли оказать сопротивление именно изнутри? Но изнутри сопротивление все больше переходит из области политической в такую сферу диссидентскую, в сферу морального сопротивления, информационного сопротивления. Ну, мы с вами, наверное, должны делать то, что мы делаем, заниматься журналистикой, честной журналистикой, распространением информации, честным анализом, политическим анализом событий. Оппозиционные структуры, на мой взгляд, должны быть более последовательны в своем противостоянии, больше дистанцироваться от власти. К сожалению, сегодня в России этого не происходит, и оппозиция в какой-то мере вовлечена в политические игры, которые устраивает Кремль. Мне кажется, это неправильно. Надо обсуждать возможные пути сопротивления и двигаться по этому пути. Пишут жители из Крыма на странице телеканала АТР. К вам такой вопрос. Как вы думаете, является ли создание крымско-татарской автономии путем к деоккупации Крыма? Ведь мы знаем, что совсем недавно гарант Конституции Украины Петро Порошенко инициировал о внесении изменений в Конституцию Украины о создании крымско-татарской автономии. Как вы думаете, насколько это приблизит деоккупацию Крыма? Я думаю, что это паллиативная мера, и мне не кажется, что она будет эффективной. Я бы заморозил, насколько я могу, так сказать, представлять ситуацию сегодняшнюю в Крыму и в Украине, я бы заморозил всякие решения по Крыму до той поры, пока он не будет освобожден от российской оккупации. Мне кажется, что какие-либо решения, особенно такие структурные, административные решения, надо принимать с согласия крымчан и всех, кто считает себя гражданами Украины. А каким путем вы видите деоккупацию Крыма? Верите ли вы в дипломатическое возвращение? Я очень сомневаюсь в том, что дипломатическая возможность существует. И это, собственно, это стало ясным с того момента,
когда начались события в Донбассе и в Луганске, потому что это были события, которые были призваны закрепить оккупацию Крыма. За этим больше ничего нету. Не нужна России никакая территория больше на Украине. Это должна Луганск и Донецк, это были те точки, которые должны были быть поставлены в этой истории с Крымом, чтобы Крым оставался в составе России. Я думаю, что скорее возможность возвращения Крыма лежит в сфере принудительной. Это должны быть либо очень мощные санкции, или очень серьезная конфронтация Запада с Россией. И это, возможно, военные решения. К сожалению, оно было упущено в тот момент, когда Россия внедрялась в Крым. Я Еще думаю, 2 что года это назад. была ошибка. Если бы было оказано сопротивление, то Крым бы остался в Украине. А известно ли вам, что на границе с оккупированным Крымом сейчас формируется батальон имени Нумана Челебиджихана? Нет, я, к сожалению, не обладаю такой информацией. Александр Пинхосович, в заключение нашего разговора мы знаем, что вы хорошо знакомы с Мустафой Джемилевым, лидером крымско-татарского народа. Что для вас сегодня крымско-татарский народ, и что бы вы в заключении пожелали жителям Крыма? Вы знаете, когда Крым отошел к России, когда он был захвачен Россией, у меня было самое большое переживание было связано с тем, что в каком положении оказались крымские татары. Это совершенно трагичная ситуация, когда после стольких лет проживания в диаспоре, в ссылке в Средней Азии, с таким трудом вернулись в Крым. И после этого снова оказаться в составе России и в составе этого подчинения этому террористическому режиму, это ужасная судьба. И я больше всего переживал в связи с Крымом именно из-за этого. И если какие-то люди хотят жить в России, бог с ними, это их дело. Они могут переехать в Россию, они могут голосовать на референдуме за присоединение к России. Но судьба крымских татар в этом смысле чрезвычайно драматична. А что касается Мустафы Джемилева, он мой старый друг еще по якутской ссылке, по советским годам. И я надеюсь, что он будет дальше оставаться вашим национальным лидером, потому что лучшего национального лидера, мне кажется, у крымских татар не будет. Во всяком случае, сейчас на горизонте, мне кажется, таких людей нету. И дай бог ему здоровья и успехов, и политических успехов, и в личной, и семейной жизни, что тоже сегодня для него очень актуально и немаловажно. Спасибо большое, Александр Пинхосович, что связались с нами сегодня в прямом эфире и ответили на интересующие вопросы жителей Крыма, а также и на наши. Спасибо вам большое, всего доброго, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. İşte kıymetli dostlar, ko'rasizki beli Sovet dissidenti Mustafa Gajimilevning çok yaqin do'sti Moskvadan bizle beraber Aleksandr Podropinik bog'liq olgan edi ve eğer de onun so'zlaridan ba'zi bir natijalarini chiqarsak, kıymetli dostlar, mana ko'ramizki Aleksandr Pinxosovich Qrimdan diplomatik şekilde qaytarilajagina inanmay, aslında umumen alganda bunun da bir doğruluğu vardır. Çünkü 2 yıl devamında diplomatik şekilde Kırım'ını kaytarmağa isteyirler. Lakin görüyoruz ki korumlu, yani hareketler var, lakin korumlu hiçbir hareket yoktur. O sebepten aynı şimdi her şey bizim kolumuzda, kıymetli dostlar, ve işte bu Putin rejimi bir vakit devrilecek ve aslında onun devrilgenini beklememekti. Özümüz onu devirmek gerekmiz dostlar. Biz ise programımızla devam edemiz. Uyan halkım uyan programmasının yekünlenmesine sadece 10 dakika kaldı. Lakin bu 10 dakika çerçevesinde 10 dakika devamında sizlerge meraklı malumatlarını da vermeye tırışacağımız. Misal olarak bundan evvel Kırım Tatarlar hakkında söz yürütkendi. Aslında bizim medeniyetimiz ne kadar inkişaf etken, medeniyetimiz ne kadar güzel, dulber ve böyle aktual, herkeske çok meraklı olganını keliniz bizim rubrikamızda seyrettik. Aslında her bir Kırım Tatarın evine kirgende birinciden ne görüyorsun? Birinciden temizlikni ve böyle dulber şekilde
Aslında ось шахси интерьерні көресін, қиметлі достар, келіңіз берберлікте Қырым татарларының евлері ақында Мирахрапор Левханы біздің мұхберлеріміз азырлады. Сейретейік. Вақыт кече ве bizler күн-күнден қадимеліктен ұзақлашамыз. Дүнияда әрбір саат, әрбір сәние пейда олған янылықлар адамны әп тәжіплендіре. Амма бұна бақмадан инсан дайыма ескі заманларға далмақ, милли медениетіміздің темеліні білмек істей. Қадимей заманларда орта аллы адамларның evлері тахминнен 3-4 одадан ибарет олған екен. Evнің içinde дайыма sıcak ve musafirçen muhiti үкім сүрген. Ve bu yerde atalar sözlerimizden en mantıklı. Evin tar olsa da gönül bol olsun. İşte eski Kırım Tatar evçigi. Mıtlak aşkhane, musafirkhane, yatakkhane ve ayrılgan amam odası olmak gerek edi. Aşkhane ise daima olganı gibi bütün ev bikileri için esas bir odadır. Mında kadınlar ziyade vakit geçirip, хорanta azalarını nizetli aşlar ile silamağa tırışkanlar. Aşkhanege kirgeninen soba, başka köşede ziraat aletleri turgan. Çamurdan yapılgan yerler üstü örnekli kiyiz ya da kilimler ile töşelgen edi. Ağaçtan yapılgan skemlede gügüm, degirmen, bardak ve sautlarını tize ediler. Duvar boyu ise oturmak için tahtadan setler yapıp, onun üstüne yumşak toban ya da yünden tekilgen minderlerini koyganlar. Onların üstünde de yaslanmak için duvar yastıkları turgan. Bundan da gayrı duvarda olgan raflar ve dolaplarının üstüne nağışlangan kibris ve evciyarlar gibi bezleri örtülgen. Adetince duvarlarda dülber nağışlangan ya da tokungan hal, kilimler ve örnekli duvar bezler, kibrizler asıldı. Belli ki duvar bezlerinde Koran'dan alıngan ösümlük örnekleri tasvir etilgen edi. Kırım Tatar medeniyeti pek özgün ve incedir. Şimdi ise bizler şu zamanda olgan dülberligini tek tasavvur ete bilemiz. Böyle üslupte donatılgan evge kirgeninen birden tılsımlı, sıcak milli muhit deryal sarıp ala. Asılgan evciyarlar, kibrizler, töşelgen kilimler ve kiyizlerinin örnekleri bile terin bir mananı taşıy. Yazık ki bugün zemanevi Kırım Tatar evlerinin içi milli üslubunu pek az andıralar. Umut etemiz ki gelecekte bizim güzel medeniyetimiz gene de canlanır. Şimdi ise bilgi sayfalarımız bu acayip geçmişimiz hakkında daha bir kere hatırlattı. Göremiz ki Kırım Tatarlar her zaman böyle evlerini kurmağa böyle bir ustalar edi ve şimdi de böyle ev kurmak biz için bir mühim şeydir. Bunu aytmak isteyeyim. Her zaman Kurulsa da kendi kuralım. kendi kurarız çünkü biz yenemiz, biz yendik, yenemiz ve biz yeneceğimiz. Sizge saygı teleseyircilerimiz, men iyi günler simtilmege ve Steve aytvağa bu Семен Слепаков Остуркунде yırladı. Хорошего вам настроения. Biz de sizlerge çok yaşlı keyifler dileyimiz. Arzulayın milletimnin ayakka tez turganın, Kırım adı vatanında milli devlet kurganın, karşısında düşman çıksa onu deral urganın, isteyin bazı bir yolun çetke burganın. Bu noktada bizim programımız yekünlenmekte. Kıymetli dostlar, Oyan Halkım Uyan programması sonuna yetti. Хорошего вам настроения, yaşlı keyiflerini dileyimiz kıymetli dostlar. Mukaddes Ramazan ayı hepimizge hayırlı olsun. Allah tutkan rozalarını kabul ve makbul eylesin. Yarın sabah görüşkece.